Один, поехали. Наша Муся. Красотуся. У меня есть свой блог. Я очень много времени туда вкладываю. Я снимаю свой блог про животных, про свою любимицу, кошечку Мусю. Она не боится камер, то есть она просто кайфует, когда ее снимаешь. Загружается. 15 секунд, подождите. Милана Буркина. Увлечение, блогинг, поэзия, балет. Диагноз. Детский церебральный паралич. Девиз. Радоваться жизни, несмотря ни на что. Я решила делать свой блог, потому что хочу стать популярной. Хочу много зарабатывать, и чтобы меня все вокруг узнавали. Первое место в номинации «Художественное чтение». Милана Буркина, город Стерлитамак. Молодец, мы поздравляем тебя! Зачем я участвую в конкурсах? Мне просто нравится. Когда я готовилась к самому первому туру этого конкурса, у меня немножко были мурашки по коже. Что я думаю, что вот такая длинная легенда, я ее не выучу. Я просто забуду какое-то слово и все. И просто пиши пропало. А во втором туре, когда я именно выходила на сцену, у меня были мурашки по коже. В древности среди зауральских башкир жил один могучий батыр. Был у него конь, сивый тупой. Не было равно этому батыру по силе, храбрости и уму. Будем сейчас с тобой приседать. Оп. Давай. Нет. Давай. Все как обычно, перехватываемся. Раз. Я тебя держу, не бойся. Тихонечко. Вот. Молодец. 2. Ой. 3. 4. Милана очень активный человек. Мы с ней постоянно ходим на улице, гуляем. Она помогает нам по дому. Да, Милан? Вот. По вечерам мы можем заниматься какими-то упражнениями. Ходим на ходунках, приседаем. У нас специальный пандус для этого есть. Ну, первое время, конечно, нам было тяжело. То есть родился недоношенный ребенок, да, она родилась кило 550 всего, выписались мы кило 700, тут вообще кулечек вообще маленький-маленький, нам там до года говорили, ой, прям если выживет, это вообще будет чудо. Мы даже не думали о физическом развитии первый год. Мы вообще думали, лишь бы ребенок выжил, потому что иногда забывали дышать. Но потом, конечно, мы начали понимать, что мы отличаемся. Я видела, что мог старший сын в годик, а что может Милана. Это очень существенно, разница большая. Мне приседать и ходить очень легко. Если у меня не получилось, то я под 500-й раз уже, но я это сделаю. То есть мне все удается с трудностями пока что, но все же удается. Главное, что мне удается. Давай. Не бойся, ноги выпрямляй. Ты сама идешь. Я ей стараюсь объяснить, что вот Бог дает кому-то ножки, проблемы с ножками, да, у кого-то проблемы с головой, у кого-то с чем проблемы. Да вот. Ну вот надо это преодолеть, надо это переступить, и все будет хорошо. Мы не знаем слова «нельзя», «не хочу», мы не любим это слово.
Вот. Поэтому я говорю, ну, через не хочу, но надо все делать. Боль нужно терпеть, потому что если ты скажешь, ой, это больно, я не буду это делать, то ты в итоге останешься вот таким кривым и не будешь идти к своей цели. А надо стараться, надо перейти через боль, через не могу. Но у меня есть такая цель. Быть похожей на свою маму, такой же доброй, такой же трудолюбивой. Она очень любит меня и вкладывает почти все свое, что она умеет, она все вкладывает в меня. Я тоже начинаю старт. Начинаю. 1, 2, 3, 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поставила фишку? Молодец. Теперь я. Ну, я думаю, что я тебя теперь точно не догоню, наверное, так. У меня 5. 1, 2, 3, 4, 5. И я 5. Ты пока впереди. Держи, давай кидай. С удовольствием. Я надомный учитель Миланы. Я к ней прихожу 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. У нас 8 часов. Математика, русский язык и чтение. Занимаемся мы с ней дома, как бы 1 на 1. В этом, может быть, есть даже плюс. Она очень способный ученик, ничем не отличается от обычных детей. Для меня она такой же ребенок. Но у нее вот единственная трудность, то, что вот у нее с письмом. Мы не можем выполнить тот объем знаний, который надо ребенку. И поэтому мы стараемся печатать на уроке. Если сравнить в 1 классе, во 2 классе, у нее почерк намного лучше. Мы видим, она развивается, она растет, она сама это видит и радуется каждому своему успеху. Я люблю литературное чтение, потому что там много всякого интересного, всяких интересных произведений, всякие интересные там сказки всякие. Мне интересно их читать. У нее гениальная память. Раньше, когда она не умела читать, я ей просто на слух 2 раза повторяю, 2-3 раза, ну, небольшие стишки, да, когда она была маленькая. И она у меня на ходу это ловит. Понимаете? И она так это рассказывает интересно, что да, самим хочется это слушать, а уж когда на публику, это же еще интереснее, она же еще больше старается. И мы как бы это начали развивать, потому что ребенку это нравится. А если ей это нравится, почему бы нет? Милана вообще она очень серьезный ребенок. И когда мы выбираем с ней репертуар, ей нравятся такие серьезно патриотические темы. Она любит о родине, о Башкирии рассказывать. Я люблю Башкирию за ее красоты, за ее чистый воздух, за ее пышные леса, красивые луга. Джигит поднял свое войско и победил врага. Джигита прозвали батыром страны, а напев, услышанный им от журавлей, с тех пор так и называется журавлиная песня. Но Милана вообще очень разносторонний ребенок. Ей нравится все. Она любит играть в компьютерные игры, она довольно-таки понимает все в них. Она очень ответственная в плане уроков. Это у нас, если учитель сказал что-то сделать, Милана у нас как бы беспрекословно это все делает. Добрый день, Нелли Константиновна. Здравствуй, Милана. Как настроение? У меня очень хорошее настроение. Отлично. Какой у нас сейчас урок, Милана? Окружающий мир, конечно. Конечно, хорошо. Мы поговорим о веществе, которое окружает нас вокруг. Оно заполняет все пространство. Какое это вещество, как ты думаешь? Конечно же, это воздух. Совершенно верно, воздух. Этот ребенок чувствует себя совершенно полноценно, совершенно вот на любом уроке. Она фантазирует, мечтает.
В прошлом году даже она, когда мы спрашивали: Милана, какая у тебя мечта? Она говорит: я хочу стать балериной. Это о многом говорит, да? Балерину я увидела в первый раз в мультике. Там была одна девочка, которая тоже хотела научиться танцевать так же, как и я. И она тоже старалась и наконец-то ей стало. Я хочу также танцевать на сцене красиво, как они. Я хочу быть балериной, потому что они очень красивые, они очень изящные, они легкие, как пушинка. Милана ходит к нам с марта 2021 года. У нее очень большой прогресс в психологическом плане, потому что у нее недавно умер папа, и она очень сильно переживала, она была очень замкнута и зажата. Они убрали эту проблему. Также стали мягче ножки, ручки. Такие у нас успехи. Можно с улыбкой. На локоток. Наши дети нуждаются в постоянной реабилитации. Сюда ходят дети с опорно-двигательными проблемами, а с таким диагнозом ни в коем случае нельзя прерывать лечение. Это шанс, чтобы увидеть своего ребенка на голову выше, на шаг впереди. Кто не мог сидеть, он сядет, кто не мог стоять, он встанет. Это происходит именно в таких стенах. Я тебе дам подсказку. Они в море. Камни, что ли? Камни, а еще? Медузы? Что это такое? Ракушки. Ракушки! У-у-у! Ну ты прям победительница! С Миланой в дальнейшем я планирую работать над мотивационной сферой и больше внушать ей уверенность в себе, что она всего сможет достичь сама, что она крутая малышка и у нее все получится. Нельзя останавливаться на полпути, потому что если ты не будешь заниматься и развивать свои ножки, то ты не будешь ходить, гулять с друзьями, а только будешь все время гулять на коляске. И ты почти ничего сам сделать не сможешь. То есть надо стараться, чтобы научиться ходить. Погнали. Молодец.